Здоров'я душі і тіла, навертання, а для помірних радості життя вічного. Перепросим за всі наші грехи, как мы могли с чистым сердцем сласти эту наисвятейшую вяру. Spowiadajcie Bogu Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивший нам грехи доведи нас до життя вечного. Аминь. Ангельська близько
Молимся. Умацование Боже, Ты раз приближение Твоего Сына поднял человеку, падлое человечество, одари своих верных святой радостью, и ученикам вызволенные с неволи греху, яви досягнули вечного счастья. Проспава нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи и владарец верности Духа Святого, Бог разрушения и вечные. Аминь. Читание книги пророка Иезекииля. В этой книге Дух вошел в меня и поставил меня на ноги, и я слухал того, кто промовлял до меня. И он сказал мне: «Сыне человече, я посылаю тебе до сынов Израиля, до народа отступников, які взбунтовався супроть мені. Яни і яйці їхні повставали супроть мені аж до этого дня. Ты, до кого я тебе посылаю, это сыны с упартым тваром и жестким сердцем. И скажешь им: так каже пан Бог. Ті послухаються вони, ті погардяться, бо ви розбунтований дом, однак доведаються, що пророк єсть серед них. Это слово Боже. Дякуємо пану Богу. Наші Божі, звернути до Пана. Наші очі, звернути до Пана. До Тебе вздымаю свои очи, які живеш у небесах, так як очі слугам звернути на руки Господару. Наші очі звернути до Пана, як очі служанки на руки її Господині, так наші очі до Пана Бога нашого, покою не змітується над нами. Наші очі звернути до Пана. Злітуйся над нами, злітуйся, о Пане, бо ми вдруг сития погадай. Душа наша насыщена досыть, стеками дерзких и погадай налитых. Наши очи звернуты до Пана. Читание другого послания святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, как я не хвалился незвыклостью объявлению, дадено мне жало у тела, посланец сатаны, как бить меня. Тому я тройче молил Пана об тым, как отвел его от меня. Але Пан сказал мне: «Хобить тебе моей ласки, бо моц удостоверяется у слабости. Наибольш охотно буду хвалиться своей слабостью, как жила во мне моц Христа. Тому уподобал я слабость, погарду, неостаче, гонение, утиска за Христа, бо коли я слабый, тады моцны.
Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Дух Пана нада мною, и Он послал меня вершать Евангелие убогим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Według Marka. Хвала Тобі. У той час прийшов Єсус на свою батьківщину, а за ним йшли його учні. Коли настала субота, він почав вчити у синагозі. Многі, хто слухав, здивлялися і казали: «Откуль його это? І що это за мудрость, яка дадена йому? І як такі цуди чиняться його руками? Ті ж не тесляр, син Марії, брат Якуба, Юзефа, Юди і Симона, ті ж не тут серед нас ягоні сестри, і сумнівалися в ним. А Єсус сказав їм: нема пророка безпашаного, хіба що на батьківщині своїй, у родних, у домі своїм. Тому не мог учинити там ніякого цуду, тільки на некільких хворих услав руки і оздоровив їх. И дивился ихнему безверию, и ходил по новокольных вёсках и учил. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Браты и сестры, сегодняшнее Евангелие говорит про то, про что за правды, то як святые писатели между собой размовляют, говорят, что пророк не мило бачив у своїй айчині, на своїй батьківщині, у місці, де народився, бо все про його відають і докладно бачили, яке дитинство, з якої сім'ї, які родини і так далі, і так далі. І дійсно, тим самим, коли чоловік ставить на кимсь печать, що має бути такі, як другі, та перекреслює ласку Божу, яка могла бы задействовать на другим человеку. Але хто такий пророк, треба було сказати на початку? Ми сьогодні у першому читанні і в Євангелії почули про слово пророк. Большесть, я думаю, что амаль все думают, что пророк это той, кто говорит наперед, что нас чекает через пророчество. Нет, это неправильно. Это неправильное разумение пророка у Святым Писании. Когда будем справді читать все книги пророцкие, ничего наперед говорить не будет. Браты и сестры, пророк – это не той, кто угадывает наперед. Вот теперь как тривають чемпіонат Європи по футболу, дуже добре місце пророка в Костєві, на початок чемпіонату Європи, подойти до його запитати, хто виграє? Франція. Ура! Побег, обставил на коэффициентом к 10 до 20. $1000 выиграл 20 000 $. Ничего. Все не помню. Таких пророков уже приходили люди, как, взыски кисти иметь, как что с тем. Браты и сестры, это не пророк, это не пророкская вопрос. Пророк – это той, и мы сегодня почули докладно. У першому читанні у книги пророка Езекіля я слухав того, хто промовляв на мені. І він сказав мені, пророк говорить: «Сине чоловічий, я посилаю тебе до синов Ізраїля, до народу отступників, які збунтувалися супротив мене. Яни і айці їхні повстали супротив мене аж до этого дня. Ти, до кого я тебе посилаю, это сини з упартим тваром і жорстким серцем. І скажеш їм: чи послухаються яни, чи порадять, бо це узбунтований дом. Однак, каже Пан, для
доведаются, что пророк есть среди их. А кто такой пророк? Пророк – это той, кто показывает на присутность Пана Бога у всех знаков, которые отбываются у сучасном свете, показывая, что тут есть Бог. И Он есть тут присутствует. Он это тлумачит людям, показывая на разные способы и знаки этому супер, не спрячься, а говорит, иду с наверх. Дают доказ тому, что он правда является пророком и что Бог есть Бог. Але еще большая радость, что проявляется в тем, это промова была до народу выбранного, что сердце их твердое, что сердце их жесткие. После этого пророк доведался Эзехиэль, что народ, выбранный Израиль, будет отданы у неволю под короля Навуходоносора. Такое имя имел. Справді, когда Навуходоносор будет их выпробовывать. У книги Эзехиэля мы докладно будем про его читать. А на что пророк дасть? Чи послухаете вы, чи порадуете? Бог это взбунтованный дом. Однако доведается, что пророк есть среди них. Пророк это той, кто есть среди нас. Сегодня почули, что Иисус Христос пришел на свою батьківщину, на место, где народился. Ну, соправді, про этого пророка уже все ведается. Я за несколько дней уже я с вами только 6 год их пробуешь, которые вкладываются из там, продумывала, там, я про что все я говорю. Я стараюсь меняться, стараюсь развивать, а более-менее убираю те самые слова, что-то новое съявляется, а и так. А что будет, я уже только вам дозволю 30 годов. Вот мы уже знаем, что скажем. Это звичайный пророк. А есть еще пророки, которыми являетесь вы. Вы меня бачите. Только одну годину на тиждень, ну так. Я почув недельную святую душу, когда мы только раз в месяц встречаемся. А тут пророк говорит, и Иисус Христос говорит про что-то больше. Чому? Бо Иисус Христос был у своей батьківщини, а батьківщина это что? Назарет. Ну, а мать 30 годов там трошки будет, если вы видите, там есть еще, а 30 годов можно родить, что он был у своей батьківщини. Ну, у Назарете. Czyli он там жил, про него все ведает. Когда я так с вами, как-нибудь за мной пожил, то 10 годов, сказали, о нет, все взял, так, на одну годинку файны, на больше, как так, на тысяч. Холерик заразит, нет, надо позвать, делать свои нет, это так просто жил, говорю. Шизофреники и так далее, и так далее. Вот просто лекцию назад. И это вы являетесь, братья и сестры, пророками. Один для одного. Святий Ігнацій Лойола, якого захочу читати, у своїх духових записках пише так: коли ти з ким-нибудь сваришся, эта сварка вельми велика, но она на уровне нервов, что ты не контролируешь, что говоришь, альбо не контролирует другая сторона, что говорит. Да, в первой черте ты умей выслушать, что этот человек хочет тебе сказать. Чому? Бо у этой сварки, навіть як ти переконаний, що там все неправильно. Це не так. Там 99% може бути неправильно. Але один, який точно пише своє. Знайди якесь слово, якесь правди говориться в тобі. Або навіть сказ. І подумай, і задумайся, чи це правди, це не змінить. Це не працювати. Вот и есть пророк. Пророк не показывает что-то новое, показывает то, что у тебя есть. Не что-то новое, то, что есть у каждого из нас. Мы хотим это показать, как это можно было изменить, направить. А дякую чому направить его? Чи дякую своим намаганиям и силе? Не, ну тут варто так чинить. Мое любимое читание другое. Це правди, дає надію великую. Святый Павел у послании до Коринтянам пишет докладно: «Как я не хвалявался незвыклостью объявлением, дадено мне жало у тех, как я не хвалявался, не радовался незвыклостью объявлением, какое мне дозволено по славу. Как я не ура, не поделился, поделился. Да дайте мне жало. В этом жало, в этом остину, в этом терню, называя Павел
сказал, что грех. Это ладно грех. Посланец сатаны, как бить меня, как припоминать, что я грязный человек. Пока я не буду иметь греха, то я кладу в пыху, скажу, какие святы. Вже поступають як я, а так я ведаю. Я ведаю, що треба вміти пробачити, бо я сам так само десь якісь буваки робив. Я ведаю, що треба комусь допомогти, бо я так само ви допомогти потребую. І так далі, і так далі. Святий Павел вельми мудро пише, хорошее слово сьогоднішнього другого читання. Тому я троичи молился об тем, как отвел Пан от меня этого спокусу, это грех. Вы так само молитесь, мы уже не хотим продать того самого греха, хотят дорогу. А я говорю, нет, не для себе. Павел сам пишет про это. Уже вспоминается 50, ну по-нашему, 50 годов бороться с грехом, и эти грехи так его приклеиваются. Еще больше приклеивается, еще больше проявляется, чем больше на ней проявлялся. И что чуем далее? Павел пишет, так, коли это грех. Але Пан сказал мне, хопить тебе моей ласки, бо моц удосконаливается в слабости. Хопить тебе моей ласки, бо моц у слабости досконаливается. И пишет далее, и наибольше я буду хвалиться, радоваться, чему своей слабости. Наибольше буду и радоваться, что я слабый человек. Как желал мне, что моц Божия. Бо в другим месте прочитаем, там, где з'явився грех, еще больше развилась ласка Пана Бога. Какие моцные слова, браты и сестры. А что треба, как эта ласка Божия на нас развилась в мире, как мы стали в правде. Бо пророк это той, кто говорит правду. И эта правда уже не подавалась шматкам, шмат короля. Так само Навуходоносору эта правда не подавалась, а не слухал ярости. Приходил, и правда было послушать, что там говорит. Хоть пророки ведь часто не на користь королей, а на користь слухали. И часами пророк придет до короля и скажет, король, что, и снова ты мне текстовую новость приносишь? Уже ведаешь, что пророк проходит. Сказать правду. А правда это тяжкая новость. Кожен из нас. Кожен из нас грешник, это правда. Тяжкая новость. Але коли есть грех, коли мы эту правду принимаем, то над нами разливается Божья ласка. Еще намного больше. Радостная новость, братья и сестры. Просим за это. Подчас сегодня считаем шифр. Как мы были пророками в наших осеродях, как мы не только были пророками, а как мы умели выслушать один одного в наших кухнях, сімейних, життєвих, які час от часу проявляются, вот там так само есть правда обо мне. Как мы, дякуючи этому, могли больше познать правды, а тогда над нами разовьется еще больше Божьей ласки, которая поможет нам переодолеть грех. Чему? Бо читаем далее. Бо коли я слабый, тады я моцный. Аминь. Первое Бога Александра. Створителя неба и земли, и всего важного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погоды Писания, и взошел на небо, сядись праворучие Отца, и знов придя у хвале, судить живых и померлых, и яго володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу,
який зайця і сина походить, якому разом зайцом і сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророків, віру в один і святий католицький апостольський костел, визнаю один і хрест для отпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Амінь. На Бога, який що радовує нас своїми дарами, скерує наші молитви за усіх біскупів, які пльонно працювали на користь евангелізації світу. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. За усіх грішників своїм життям керувалися Божими заповідями. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. За молодые служенства, які не обратилися, а в розвитті віри і згодно з її угадковували своє життя. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. За людей, розчарованих життєвими неудачами, як вони сподівалися не тільки на власні сили, а й на допомогу Пана Бога. Тебе просимо. Вислухай нас, За Пане. нас тут собраних, кому умели распознать Божию волю и с радостью ее виконували. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Боже, храні за життя і святості, вислухай наші просьби. И учени, как мы обновленные муцей Твоей ласки, могли верно Тебе служить в Христа, Пана нашего. Амінь. Номер 269. Тече вода та гора, сквозь криш про серця, милості Божої нема конца. Така любові тече река, святою водою. Живий будь со мною, Дух Святий, мируй мною, напои наше серце святою водою. Молитесь, как мою и вашу я веру, принял Бог, а и те, всемогущие. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костелу святому. Боже наш Ojcze, niechaj nas zaczyści wiarę, jaką my Tobie składamy. Niechaj zmiało dzień wiedzie nas za życia, co czeka nas u niebie, przez Chrysta Pana naszego. Amen. A Pan z Wami. I z duchem Twoim. Ukłonu sercy Uznosimy dla Pana. Dziękuję Panu Bogu naszemu. Бог нам и справедливо. Zaprawdy godna, wiara i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, kapuj zamknięty wsiury, ale spadali padziaku. Panie święty, policzał się wam Ty wieczny Boża, raz Chrysta Pana naszego. Bojąc litości na grzeszne człowieczeństwa, narodził się z Panny Maryi. Wraz swoją Bogu na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a wraz swoją z mертwych powstanie dał nam wyznanie życiowo. Tamu z aniołami, archaniołami, z usimi świętymi, my obwieszczają Twoją chwałę, razem z nimi usklikający. Святий, 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 Пан Бог всемогутній, небо і земля, Бог і янголи Твоє.
imię Pana, błogosławiony Król, który idzie w imię Pana. Hosana na wyżyniach, Hosana na wyżyniach, Hosana na wyżyniach. Сапраўды Божа, Ты святы, крыліца, всярадой святости, Тому едности души Костела. У перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і спасав на апостола Духа Святого, раз Христа просил Тебе усего Божа. Oświeci te dary rasoju Ducha Twojego, jak jany stali się dla nas, ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięką Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom każdy. Bierzcie i jeszcie z tego śnie, bo to już ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podzięku składając przypadał swoim uczniom każdy. Bierzcie i picie z jego ucznia, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zawietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dzienia odpuszczenia grzechów. To czynicie na mojej pamięci. Это великая таємниця віри. Обвешаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престолования. Wspominając śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas wolnymi stać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как учить нас, прямающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал в любови, разом с Папом нашим Францишком, Бискупом нашим Юзефом и усим духовенством. Памятай про то и сестер наших, которые поснули в надежде на воскрешение, и про всех, кто власти Твоей пришел з этого свету, i dozwolił uważać światło oblicza Twojego. Proszę Ciebie, zmiłuj się nad усіми nami, jak my zasłużyli udziału życia wiecznym, u jedności z Najświętejszej Bogorodicy i Panny Maryjnej, ze świętym Józefem jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym archaniołem Michałem, Janem, Pawłem II, siostrą Faustyną i błogosławionym księdzom Bronisławem Markiewiczem i усіми świętymi, jakie z wieku podawali się Tobie, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобе, Божа, Ojcze Всемогутный, в едности Духа Святого, Уся ваша и хвала, разу всякие вечные. Аминь. Молимся, Дайца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого zła, daj łaskawa spokoju dni naszej, a pomoże nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowani wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei,
i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Проси, не зважай на грехи наши, як на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные». Супокой Павла, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ранку Божий, який отпускаєш сину грехи, змилуйся над нами, о, змилуйся. Ранку Божий, який отпускаєш сину грехи, змилуйся над нами, о, змилуйся. Ранку Божий, який отпускаєш сину грехи, дай нам супокой, о, дай нам супокой. Ось ранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений я покликаний я на вечер явную. Как ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 273.
Молимся. Умацованные такими великими дарами просим Тебя, Пане, учеников мы открывали благоволия, ласки неспынно Тебе прославляли, прав Христа Пана нашего. Objawy 11 lipnia u przedstawienia świata świętego Benedykta Abata, opiekuna Europy 13 sobotu ustawień świętego Jędrycha. Każdy dzień w naszej kaplicy trwa adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Уже сегодня нагадываю, что 16 липня это наступный вторник за тыдзень святой и мши у 19 годин вечера не маму строки с раницы у 8 годин. Дякую за офірование на будову, за спільну правду літургічну, за прибирання каплиці тих, хто дежурив. Помолимся за тих, хто на репетиції святкує дні народження, іменини ювілей, хто чекає на родину дітей, за Дмитрія, його батькових родственників на Водохросту, за добродіїв офіrodавців нашої парафії, а так само обновим добродіях і довіряю кожного з нас спасу, Владиці, Матці Божої, Ужанцової, воєнного города даємося. Святая Богородица, в наших потребах, не погоржай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Пана военная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добро, что вы юны, что приходите. Примите Божие благословение, нехай вас наполнится правдой и радостью и с упокоем. Все будет добро. Пан с вами. И с духом твоим. Нехай вас благословляет Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в покое Христа. Дякуем Пану Богу. Четверо каноны Михаила, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, княже войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на звуку душ снують по світі. Амінь. Номер 60.